Добрый вечер. В эфире новости Осетии и главные события к этому часу. В студии Вячеслав Музаев и вот основные темы выпуска. Весь вот этот комплекс, чтобы я его сейчас не перечислял, он должен функционировать. В республике запланировано множество мероприятий. На еженедельном аппаратном совещании обсудили программу Министерства образования и науки, затронули также сферу туризма. Какие поручения дал премьер Борис Джанаев? Благодаря вот этому возникает, конечно, формируется любовь к родине, к родному языку. Сегодня стартовала неделя осетинского языка и литературы. В честь праздника во всех школах республики перед началом уроков исполнили гимн Северной Осетии. Также прошла церемония поднятия флагов. Подробнее в выпуске. У меня хорошее ощущение, я вот прям люблю ездить. В республике прошли соревнования по мотокроссу. Десятки участников из разных городов страны состязались в скорости и мастерстве владения байком. Кто организовал мероприятие и какие призы забрали победители? 159 пришкольных лагерей будут открыты во время летней оздоровительной кампании. Они охватят 17 тысяч детей. Об этом на аппаратном совещании сообщила Элла Алибекова. Говорили и о горячем питании. Им обеспечено 68% учащихся. Это полностью начальная школа, а также дети участников СВО и малообеспеченных граждан. 15 мая республика отмечает День осетинского языка. В рамках праздника на этой неделе будут проходить мероприятия. Уже сегодня в образовательных учреждениях состоялись разговоры о важном. 14 мая запланирован глобальный диктант. К акции также присоединятся Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, осетинская диаспора Турции. В мероприятиях с 5 по 11 мая приняли участие около 60 тысяч человек. По данным МВД, нарушений общественного порядка не зафиксировано. Борис Джанаев обратил внимание на сферу туризма. В эти праздничные дни на территории республики очень много было гостей, туристов. Соответственно, весь гостиничный комплекс был переполнен. Гиды, туроператоры, весь вот этот комплекс, чтобы я его сейчас не перечислял, он должен функционировать. Во всех образовательных организациях республики сегодня учебный день начался с поднятия флага и исполнения гимна Северной Осетии. Мероприятие открыло неделю празднования Дня осетинского языка и литературы, который отмечается 15 мая. Ученики 38-й школы Владикавказа подготовили песни и стихи, исполнили вальс и флешмоб с триколорами. Ребят поприветствовала министр образования и науки Элла Алибекова. Безусловно, это один из самых главных праздников для Северной Осетии. Именно на родном языке, на нашем осетинском языке держится наша культура, наши традиции. Мы испокон веком чтим все, что оставили нам наши старшие. Мы очень уважительно относимся к нашим старшим. Я хочу поблагодарить учителей осетинского языка. Именно через вас, через вашу работу наши дети познают свою культуру. Именно благодаря вам они знают свой родной язык. После торжественной части в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» школьникам провели внеурочные мероприятия «Разговоры о важном». Детям рассказали историю возникновения важной даты. Говорили о выдающихся личностях, которые внесли неоценимый вклад в развитие языка. Мы считаем, что такие мероприятия направлены на патриотическое воспитание. И благодаря вот этому возникает, конечно, формируется любовь к родине, к родному языку. Борис Джанаев провел совещание по контрактации объектов и заявочной кампании. Речь о тех, которые реализуют в рамках госпрограммы нацпроектов, в том числе до 2028 года. Как отметил министр строительства и архитектуры Марат Битанов, всего в этом году планируется реализовать порядка 300 объектов. Это строительство и ремонт учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и общественных зон.
Борис Джанаев призвал контролировать темпы контрактации и своевременно приступать к работам. Особое внимание уделили заявочной кампании на 2026 год и плановый период последующих 2 лет. Уже сформировано и направлено в профильные федеральные ведомства более 200 бюджетных заявок по строительству и реконструкции социально значимых объектов на общую сумму свыше 50 миллиардов рублей. Как подчеркнул Борис Джанаев, заявочную кампанию необходимо провести максимально оперативно. Это одна из приоритетных задач, поставленных главой республики Сергеем Миняйло. Ряд объектов уже поддержаны по итогам встречи руководителя региона с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. У нас и постановление Совета Федерации есть, документы, которые дают нам возможность двигаться вперед. У нас есть поручение президента Российской Федерации, председателя правительства Российской Федерации, ну и, конечно же, курирующих зампредов, которые также брали особо важные социально значимые объекты нашей республики на контроль. Поэтому их необходимо отрабатывать с министерствами, с ведомствами, каждый по своему вектору, ну и, конечно же, находить решения для того, чтобы эти социально важные объекты на территории республики реализовывались. Отдельным категориям граждан положена льгота на оплату госпошлины при получении выписок из Единого госреестра недвижимости. Услугу в приоритетном порядке получают ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы, а также многодетные семьи. Заказать документ можно на госуслугах или в МФЦ. Кроме того, физлица теперь не платят госпошлину за регистрацию права собственности при наследовании недвижимости погибших участников СВО. Нужно лишь приложить подтверждающие документы. Заявление на кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость от ветеранов Великой Отечественной войны рассматриваются в течение 1 рабочего дня бесплатно. В сжатые сроки ответ получают также бойцы спецоперации и члены их семей. Хочется отметить взаимодействие управления с МФЦ, филиалом Фонда «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО Республики Северная Осетия-Алания по оказанию консультационных услуг по всем категориям граждан. Так, на площадках МФЦ консультирование организовано в очном и дистанционном форматах, а с фондом и ассоциацией взаимодействие организовано таким образом, что предусматривается консультирование как на площадках этих организаций, так и с выездом к заявителям. Теперь об итогах регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог года». Определили лучших в 11 номинациях. Всего участвовали больше 100 человек. В 3 турах их оценивали по разным критериям, включая инновационные методы обучения, творческий подход и результаты работы с детьми. В завершающий день одно из испытаний посетила Элла Алибекова. Министр образования и науки задавала вопросы и лично убедилась в уровне подготовки учителей. Отметим, абсолютный победитель станет известен после 4-го тура. Конкурсанты всегда нас очень радуют, потому что это лучшие педагоги нашей республики. Это лучшие педагоги, которые могут поделиться своим опытом. Это педагоги, которые не боятся конкурсных испытаний. Это педагоги – примеры для своих коллег и примеры для своих детей. Они, безусловно, показали себя только с положительной стороны, показали какие-то новые практики. Всероссийский проект «Тепло родного дома» провели во Владикавказе. Он направлен на педагогов, методистов, работников культуры и студентов профильных вузов. Программа получилась насыщенной. Артисты Русского академического театра показали спектакль «А зори здесь тихие». Также зрители оценили постановку астраханского тюза, а ведущие специалисты из Москвы провели мастер-классы и лекции. Добавим, Владикавказ – один из 8 городов России, в котором реализовали проект в этом году. Сохранение традиций, сохранение обычаев, сохранение преемственности. Вот этот проект, он дает как раз-таки возможность театральному искусству связаться непосредственно живем со зрителем, с педагогами, те, которые занимаются воспитательным процессом, и через театр, через сцену раскрыть душу каждого, кто посещает театр.
12 мая 87 лет назад родилась народная артистка СССР, балерина и педагог Светлана Адерхаева. С 1960 по 1988 годы она была примой-балериной Большого театра, а в 2001 году вернулась в качестве педагога-репетитора и проработала там 23 года. Уроженка Хумалага училась танцу в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой. После работы в нескольких театрах получила приглашение от Большого. За весомый вклад в развитие хореографического искусства и многолетнюю плодотворную деятельность Светлане Адерхаевой было присвоено звание «Герой труда Осетии». 2 года назад народной артистки не стало после продолжительной болезни. День Победы отметили в отделении Всероссийского общества слепых. Там организовали праздничный концерт, исполнили песни военных лет, вспомнили ключевые события того времени. Принесли портреты родственников участников Великой Отечественной. Уже в 41-м в Северную Осетию стали возвращаться бойцы, потерявшие на фронте зрение. Тогда специально для них во Владикавказе открыли предприятие. Обивали диваны дермантином, изготавливали двери. А сейчас сотрудники выпускают бельевые прищепки, подушки, одеяла и матрасы. Напомним, в республике проживает почти 2000 инвалидов по зрению. У нас здесь в основном наши инвалиды, многие из них работают еще на предприятии слепых, но ввиду того, что просто нету сейчас такой возможности, они сидят дома, и нам очень хочется устраивать им какие-то праздники. Это ведь очень хорошо, когда человек-инвалид вышел, пообщался с кем-то, с нами пообщался, между собой пообщались. Я считаю, что это великое дело, поэтому мы стараемся устраивать праздники. Продолжаются мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. Межрегиональный чемпионат по мотокроссу провели во Владикавказе. Приехали гонщики из разных городов страны. Трасса у Красногвардейского моста сложная и зрелищная. Именно поэтому ее ценят участники. За интересными заездами наблюдала наша съемочная группа. Кто оказался самым быстрым, расскажет моя коллега Фатима Дзадзоева. Даже мастерски проходящему препятствия гонщику можно навязать борьбу и вырваться вперед. Мотоспорт непредсказуем. Лидерские позиции меняет один неудачный поворот. Свой маленький байк 9-летний Максим Кайтуков впервые вывел на старт 3 года назад. Путь от ровной медленной езды до кругов и змеек оказался недолгим. У меня хорошее ощущение, я вот прям люблю ездить. Занимал 2 раза первое, 2 раза второе и 1 раз третье. И еще 2 командное. Расскажи, сегодня ты как настроен? Боевой настрой у меня, боевой. Межреспубликанские соревнования, посвященные Дню Победы и участникам СВО, Федерация мотоспорта республики проводит ежегодно. Участников и зрителей угощают солдатской кашей и горячим чаем. Важно, чтобы подрастающее поколение прониклось чувством гордости за великий подвиг нашей Родины. Более 100 тысяч человек ушли, из них половина не вернулась. Это огромная боль, это огромная потеря для такой маленькой республики, как Северная Осетия, Алания. И то, что в память о них проводятся вот эти мероприятия, это очень важно. А самое важное, то, что сохраняется преемственность. Вот старшее поколение и совсем юные участники, которые воспитываются и которые будут воспитываться на духе патриотизма, любви к родине. Сейчас за победу борются 60 спортсменов. Приехали мотоциклисты из Волгограда, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Краснодара. Здесь спортсмены от 5, от 4, 5 и выше, до 8 лет. Это вот будут принимать участие. И также девочки. Я хотел большое спасибо сказать вот спонсорам, которые приобрели для нашей школы мотоциклы. 4 мотоцикла было приобретены на спонсоры денег. Это Алан Кодзаев, Цагараев и Агузаров. Гонщики относятся к своим байкам с большим трепетом. В этой дисциплине райдер и его железный напарник – одна команда. Участников соревнований поприветствовал министр физической культуры и спорта Артур Хадонов. На сегодняшний день это очень актуальная часть мотоспорт. В связи с тем, что на СВО приходится ребятам штурмовать, на сегодняшний день придумали такую вещь, как заходить на штурм на мотоциклах эндуро. Это спасает очень много жизней. И помимо этого наши мотоциклисты, те, которые на эндуро,
вывозят оттуда очень много раненых, которые благодаря этому остаются в живых. И помимо этого можно еще сказать, что сегодня здесь наше будущее. Вы видели маленьких спортсменов, которым 8-9 лет. У них горят глаза. Мотодром у Красногвардейского моста любят за высоту и протяженность полетов. С тех пор, как меценат Аркадий Кадохов организовал здесь первые соревнования, прошло больше 30 лет. Когда-то и сам мечтал стать чемпионом. Помешала травма. Мне приятно даже, когда вот запах мотоцикла, бензин с маслом, бывает приятно. Я хочу от имени любителей мотоспорта, от имени наших болельщиков поблагодарить. И отлично от себя хочу поблагодарить Сергея Ивановича Миняля за то, что он сохранил нам мотоспорт. Отстоял, отодвинул всех любителей, наживаться на этой земле. И вот хочу его поблагодарить. И хочу поблагодарить мэра города Мильзахова. Длина трассы 1600 метров. Победили те, кто первыми преодолели необходимое количество кругов. Им вручили кубки, медали и денежные вознаграждения. Фатима Зазоева, Заур Кодзаев, Мария Кутаева. Новости Осетии. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.